В развитии человечества важное место занимает наука. Она словно лестница помогает продвигаться и самосовершенствоваться. Однако религия, как главный регулятор нашей жизни, обозначает самые верные направления для развития. Учитывая историю сосуществования этих двух феноменов, назревает вопрос, отрицает ли друг друга наука и религия? Нет, никаким образом оно не отрицает, а наоборот друг друга поддерживает. Дело в том, что, скажем, да, с точки зрения ислама, я всегда говорю, то есть было такое время, когда вот вся цивилизация, которая построена на данный момент, она именно берет свою, скажем, основу, свой фундамент именно в тот период, аббасидский период исламской истории. И в тот момент мы знаем, что даже тех же самых, скажем, Сократа, там, Платона, их работы были переведены, скажем, да, в исламские страны, были переведены на арабский язык, и через некоторое время уже с арабского языка эти именно, так скажем, фундаментальные работы были переведены обратно же, так скажем, да, уже были возвращены, так скажем, в Европе обратно. Наука и религия не могут отрицать друг друга, потому что как раз религия и наука — это одно целое. Всевышний сотворил этот мир, и не может быть, что тот самый Всевышний, который сотворил мир, который сотворил науку, и дал нам Тору, дал нам религию, показал нам, как надо жить, показал нам путь, путеводитель в жизни. Не может быть, что они не будут совмещаться вместе. У великого угодника Божия, святого Крымской земли, святителя Луки, архиепископа Симферопольского и Крымского, который является практически нашим современником. Он прибыл сюда на Крымскую кафедру в 1946 году, тяжелые послевоенные годы. Был не только он архиепископом, то есть архиереем епархии Крымской, но и был выдающимся ученым, всемирно признанным хирургом, автором не только богословских книг и проповедей, но и научных медицинских монографий, очерки гнойной хирургии, которая неоднократно в Крыму владыкой Лазарем здесь переиздавалась, и по которым учатся до сих пор студенты медицинских вузов, очерки регионарной анестезии и многие другие. Лауреат Сталинской премии. Так вот, когда его спрашивали, есть ли Бог, то есть как вы можете верить в Бога, вы же ученый, вы представитель науки, как вы можете быть представителем религии? Он говорил, я вскрывал человека, человеческий мозг, но не видел там ума. Я оперировал, видел сердце, но не видел там любви, а мы знаем, что они все существуют. Также и Бог. Мы не видим, но мы знаем, мы чувствуем, мы видим Его присутствие в своей жизни, и верующее сердце должно быть на это настроено. И, кстати, у святителя Луки есть замечательная научно-богословская монография. То есть она не только богословская, но и научная. Наука и религия. Наша Симферопольская и Крымская епархия несколько лет назад проводила международную конференцию памяти святителя Луки, посвященную именно этой монографии «Наука и религия», в которой приняли участие многие ученые из Москвы, из Австрии, из Греции. Конечно же, многие симферопольские студенты-медики тоже с большим интересом наблюдали за этим событием. Так вот, именно святитель Лука на прекрасных примерах из науки, из мира естествознания и религии показывает, что нет никакого противоречия. Все в науке доказывает на Тору, и Тора доказывает на науку. Если что-то непонятно, значит мы что-то не понимаем. Если что-то нам кажется на первый взгляд, что противоречит, это не потому, что реально есть какое-то противоречие, или мы неправильно поняли науку, или мы не до конца поняли, что написано в Торе. Не надо много рассказывать, все знают, что даже самый первый приказ мусульманам, который был ниспослан Аллахом, это «читай, учись». Вот и все.
Истинный ученый, ученый с большой буквы, это, как правило, очень часто верующий человек. Потому что понять премудрость Творца и понять созданное им творение, и увидеть в нем закономерности развития и согласиться с тем, что это произошло вот просто так, ну, мне представляется чрезвычайно сложным и невозможным. Хотя есть представители науки, очень даже известные лауреаты Нобелевских премий, которые считают себя неверующими людьми, но это их, собственно говоря, право. А мы помним святителя Луку, мы помним Блеза Паскаля, мы помним многих таких, как Дмитрий Иванович Менделеев, физиолог Иван Павлов и многих других можно называть, которые были верующими людьми, и вера которых не просто не мешала им, а наоборот помогала в постижении, изучении своего научного контента, в постижении созданного Богом мира окружающего. Наука — это самая важная ступень, которую может постичь человек, потому что наука по исламу это является завещанием пророков, и в Коране говорится, что никогда не будет равны тот, кто знает и кто не знает. И разница между знающим человеком, да, алимом, то есть ученым, и тем, кто не знает, подобно как разница Луны и звезды. То есть это мусульмане должны, по словам пророка, саллаллаху алейхи вассалям, это фард, это обязанность, то есть илим, то есть наука — это обязанность каждого мусульманина. Многое, что происходило раньше, обывателям казалось лишь чудесами, доказывающими могущество Всевышнего. Но со временем научные познания человечества были усовершенствованы, и говорят, что в ваших священных книгах есть доказательства многих научных фактов. Это правда? Нельзя, конечно, сравнивать священную книгу с учебником, будь то истории, географии, ботаники, зоологии, палеонтологии. Другое дело, что очень часто нам говорили, вот смотрите, эволюция развития жизни на Земле показывает нам, что вот все это не так, что не Бог сотворил мир, не Бог сотворил человека. Да, несомненно так, в первую очередь Коран. То есть хочу как бы объяснить предысторию, которую все знают. Был такой период, как джахилия. После этого как бы был неспослан Коран, который из племени, или племеней даже правильно сказать, которые были разобщены, то есть сделал их в тот момент, то есть самый, скажем, через очень короткое время, скажем, самые сильные нации в мире. И когда мы смотрим на Коран, там очень много чудес, которые только сейчас начнется познаваться. То же самое, как само по себе, скажем, периоды человека, которые он проводит, там, скажем, да, в утробе матери, очень подробно как бы расписан. Когда мы смотрим насчет отпечатка пальца, которые, скажем, в Коране говорится, то есть то, что на сколько лет, что у каждого отдельно, и у каждого оно является персональным. Очень много таких, скажем, да, и насчет железа, и насчет других вещей, которые как бы Коран в себе несет, и наука пришла даже к этому намного позже, чем это объяснял Коран. Это, конечно, так и есть. И написано, что Всевышний, когда сотворил мир, он посмотрел в Тору, и это была как его дорожная карта, как творить мир. Поэтому все в мире написано в Торе. Надо просто знать, как читать Тору, надо знать, как находить вот эти секреты в Торе. Это не каждый умеет, не каждый знает. Это, во-первых, должен быть праведник, который ему открывается особый свет в чтении Торы. И не каждый это умеет делать. Но однозначно все написано, и можно все найти. Есть книги, которые как раз показывают доказательства на это. Очень интересные книги. Там реально как бы разные вещи, которые и исторические, и научные были открыты в дальнейшем или в прошлом. И прям написано, доказывается, что это все уже было написано в Торе. Будучи по первому образованию историком, я знаю, что некоторые археологические доказательства, в кавычках, к сожалению, впоследствии оказались просто фальшивыми сенсациями.
которые, ну, с какой-то целью, трудно сказать, но кто-то с целью прославиться, кто-то просто пошутить, но иногда, к сожалению, приходится констатировать и такой факт. Как это написано в Торе, тоже есть разные способы, как читать Тору. Например, один из способов — это цифровое значение слов. Например, каждая буква — это тоже цифровое значение. Например, буква А — это 1, буква Б — это 2, Алеф — это 1, Бейз — это 2. И, например, берется одно слово, цифровое значение, и вот это цифровое значение, это, получается, равна какому-то слову та же самое цифровое значение. Получается, что тут, с одной стороны, написано одно слово, но цифровое значение этого слова — это, можно сказать, другое слово. Это тоже, это не каждый может там сесть, прочитать, посчитать и придумать какие-то... Это надо быть правильным праведником, который знает, как это делается. Есть правила, есть закон, как это правильно считать, как это правильно читать. И самое главное — это быть правильным человеком, чистым, чтобы Всевышний тоже раскрыл правильное понимание, когда он читает и изучает Тору. Важно другое. Когда мы изучаем то или иное научное явление, когда мы изучаем Священное Писание, мы должны помнить, что язык Писания — это не совсем язык науки, да? Что наука исследует мир, пользуясь своим инструментарием, а богослов использует свой аппарат научный, богословский. Но вместе они делают одно дело. Они изучают сотворенный Богом мир. За всю историю существования накопилось очень много противоречий и фактов. Однако интересно знать, опровергает ли в чем-то наука религию и наоборот. Например, в теории происхождения человека или устройстве Вселенной, законах физики и биологии и так далее. Наукой доказать бытие Бога, равно как и отсутствие Его, невозможно. И пока никому из ученых это не удалось сделать. Нет. То есть, если именно глубоко во всем разобраться и как бы брать тексты религиозные, я рассказываю, конечно, это в первую очередь с точки зрения ислама, никаких там, скажем, именно с наукой в исламе никаких противоречий, скажем, нет. То, что Всевышний сотворил мир, то, что Всевышний сотворил человека, то, что так и было, это можно доказать. Потому что все остальное, это непонятно, как это произошло. Как мы принесли пример от рисунка. Если человек видит красивый рисунок, он понимает, что это не просто чернила или там еще что-то как-то случайно упало на бумагу, и вдруг появился красивый дом, красивое дерево и так далее. Получился красивый рисунок. А это кто-то сел и подумал вначале, как сделать рисунок, потом много времени уделял для того, чтобы нарисовать этот красивый рисунок. То же самое, этот уникальный мир. Не может быть, что произошел какой-то взрыв, и вдруг столько тут моментов, столько тут каких-то непонятных вещей до сих пор, как это все делается, как не может быть, что это вдруг неожиданный взрыв. А кто, даже если был какой-то взрыв, а кто сделал этот взрыв, чтобы так произошло, чтобы солнце, луна, мир, вода, кислород, все вот эти, как они все взаимоотношения между ними, это не может быть, что это вдруг случайно кто-то так произошло. А понятно, что это какая-то высшая рука, которая, во-первых, обдумала это все, во-вторых, сотворила это все. И самое главное, не просто сотворила и ушла куда-то в сторонку, мы верим, что сила Всевышнего, она находится каждую секунду, каждую минуту, она находится в этом мире. И Всевышний здесь с нами и решает все. Мы, когда говорим о эволюции жизни на Земле, когда говорим о теории Чарльза Дарвина, кстати, забываем, что это теория, да? Вот, теория экспериментальная, которая была не доказана. То есть есть теория Чарльза Дарвина, а есть теория креационного развития, то есть сотворения, что Бог сотворил мир. И когда мы когда-то в свое время в школьных учебниках истории читали о том, что те или иные
палеонтологические находки или археологические, например, исследования определенных форм жизни древних людей, они получали свои имена и так далее. Вот. И вот из них строилось доказательство, что вот видите, это все-таки доказывает, что человек развивался вот таким образом, а не был сотворен Богом. И мы знаем, к сожалению, для тех, кто поддерживал эти взгляды, что некоторые из этих находок, они оказались просто фальсификацией исторической, не подтвержденной наукой, а иногда даже и сами фальсификаторы в конце жизни признавались, что то ли в угоду собственных амбиций, чтобы быть всемирно известным ученым, который нашел какой-то новый скелет и дал ему определенное имя, то ли просто для того, чтобы шутки ради, но тем не менее произвели ту или иную историческую, палеонтологическую фальсификацию. Именно если считать наукой то, что там теория Дарвина, там я что-то, ну, это получается даже на данный момент, когда уже начали, скажем, подлинно к этому вопросу относиться, начали искать те же самые, скажем, примеры эволюции или то, что данные, которые дали, то даже сейчас говорят, что это сфальсификованные данные. И я всегда как бы просто так, если объясню, в той же самой эволюции, я всегда привожу пример того же самого тушканчика, который уже столько лет, да, так скажем, у него передние лапки короче, мучается животное и никак не может эволюционировать, чтобы у него стало длиннее. Мы живем в мире, когда мы видим, что никакая обезьяна что-то человеком не становится, так скажем. Ну, это и так, понятно, долго объяснять, но в общем, а в других вещах, которые именно то, что является наукой, то, что, скажем, да, там доказано, то мы, наоборот, чем больше мы будем заниматься наукой, тем больше мы будем познавать Господа и будем ближе к религии. Если мы говорим о вере и науке, мы должны еще раз вспомнить, для чего мы ведем этот разговор. Мы ведем для того, чтобы что-то доказать, но верующему человеку доказательства не нужны. Вот когда говорят о теории Большого взрыва и как это все вдруг само создалось, мне иногда приходит на ум вот такая ассоциация. Вот возьмите телевизор, но особенно не вот те, которые сейчас на микросхемах, которые невозможно ремонтировать, а вот, наверное, наши телезрители помнят еще ламповые или транзисторные телевизоры. Там была плата, детали, там резисторы, конденсаторы всевозможные. Вот. Если все эти детали из телевизора выпаять, телевизор работать не будет, даже если их мы сложим в коробку. И вот представьте себе такую теорию Большого взрыва. Мы в телевизионной коробке будем долго-долго ее трясти. Есть, конечно, вероятность, что все эти детали вдруг сами собой механически лягут в нужном, так сказать, в нужную цепь радиотехническую. Конечно, чисто умозрительно есть, но мы, как практики, понимаем, что вряд ли после того, как мы будем даже очень долго трясти телевизор и включим его в розетку, вряд ли, что он заработает. 99,9, да, наверное, 100%, что он не включится и не покажет нам замечательную программу, которую вы смотрите сегодня. Вот также можно говорить и о внезапном сотворении мира. Хотя ученые много дискутируют, есть разные взгляды, но для верующего человека не нужны доказательства. Вера – это дар Божий. Вера – это то, что есть в сердце. В Коране говорится, что самые богобоязненные люди – это алимы, это вот эти ученые. Потому что когда ученый видит, как сотворен человек, когда он видит, как все вокруг работает, когда он видит эти планеты, то он понимает, что это неспроста, и он понимает величие Господа. Мне не нужны доказательства, есть Бог или нет Бога. Вернее, я знаю, что Он есть, потому что каждый верующий чувствует Его присутствие. Мы чувствуем эту любовь. Мы не видим любовь, ее руками не потрогаешь, но любовь матери к своему дитя чувствует. Как и если дитя любит мать, мать тоже чувствует в ответ это. Вот так и человек, который идет по жизни с верой в Бога, идет по дороге спасения, чувствует неизменное Божие присутствие. Как писал когда-то святитель Лука, наш выдающийся крымский архипастырь, известный профессор, хирург, доктор медицинских наук, автор многих научных
монографий и богословских книг одновременно. Он в одной из своих проповедей, сказанных здесь, в Симферополе, если не ошибаюсь, в 1948 году, говорил: «Вы думаете, мне было трудно? Нет, мне было легко». Как легко? Может быть, 11 лет в тюрьмах и ссылках. Я неизменно чувствовал Божье присутствие. Я помнил слова, когда Господь сказал: «Кто хочет идти за мной, возьми свой крест на рамена свои и ступай, следуй за мной». И я так и делал. И я чувствовал, что Господь рядом, что Господь меня укрепляет и оберегает. Вот, собственно говоря, к вопросу о доказательствах бытия Бога. Вопреки различным мнениям, религия и наука пытаются найти точки соприкосновения. Что такое религиозная наука и чем она отличается от науки о религии? Религиозная наука – это наука, которая изучает религию, но изучает ее с позиции религии, которая пытается объяснить, что те или иные религиозные знания, они могут иметь место и в светской науке. Религиозная наука, как раз таки в чем она заключается? Она заключается в том, что религиозные ученые занимаются той же самой наукой, да, и мы, скажем, смотрим, когда на великих математиков, великих, скажем, докторов, там, тех же самых, там, всяких, кого перечислите, Фараби, Ибн Сина, там, Ибн Руш, там, любых философов, там, любую науку, которую возьмите, то есть можно найти очень великих таких ученых. Это были религиозные люди, которые, так скажем, на основе своей религии делали научные открытия. И есть при этом ученые, которые именно занимались религиозными науками, и они как бы просто каждый в своей сфере работал и пытался наилучшим образом изучить что-то новое. Если мы посмотрим, первый еврей — это был Авраам. Написано, что он считается первым иудеем. Почему? Потому что он сам признал Бога. Надо было, чтобы Всевышний к нему открылся и показался, и только потом он увидит, что есть Бог. Адам, Ноах, все праведники, которые были до Авраама, тогда к ним Всевышний открывался, и только тогда они узнавали, что есть Бог. Авраам был тот человек первый, который думал, смотрел на солнце, смотрел на луну, смотрел на этот мир и понимал, что не может быть, что наука и Бог — это две противоположные. Он понимал, что все в этом мире — это и есть Бог. Он был, наверное, первым религиозным научным человеком, который понимал, что наука и Бог — это одно целое. Тогда он понял, что есть Творец, который сотворил этот мир. И с него как раз пошло вот это первый еврей, наш народ от Авраама, потому что еврейский народ — это как раз тот народ, который понимает, что есть один Бог, который сотворил этот мир и находится в этом мире до сих пор. И написано как раз в Торе, что Авраам, чем он занимался, он говорил людям, что Бог — мир. Не Бог мира, а Бог — мир. Он объяснял людям, что Бог есть мир, мир есть Бог. Это не два противоположные вещи. Есть Бог, который сотворил мир, а Бог есть мир. Можно об этом как бы долго говорить, но если привести такой простой пример, если взять камень и бросить его, тогда камень вообще по природе должен упасть. Пока он летит, это значит, что сила человека, который бросил камень, находится вот в этом камне. И то же самое мир, который сотворил Бог, по-простому как бы мир не должен существовать. Всевышний каждую секунду он творит мир заново, потому что мир — это что-то новое. Это не то, что мы взяли там, как стол из нескольких кусков дерева и построили стол. Дерево было, просто мы взяли там гвоздик и сделали так, чтобы стол стоял как стол. А мир — это его не было, по природе его нет. А Всевышний его сотворил. Для того, чтобы он существовал, надо его оживлять каждую секунду. Как тот камень, который по природе он должен быть на полу, а пока сила человека в нем, она летит. То же самое мир. Пока Всевышний в нем, пока Всевышний его оживляет, тогда мир существует. А если Всевышний на секунду отойдет, тогда мир исчезнет. И это то, что Авраам понял, что мир — Бог. Больше внимания уделяем
самой Торе, а все остальное уже само по себе написано в Торе. Не надо искать в других местах, не надо искать в науке для того, чтобы... Наука, она не доказывает Тору. Не надо искать какие-то доказательства, не надо искать какие-то там в других местах, где написано еще как у нас. А мы читаем Тору, у нас все написано уже, все понятно, надо наоборот больше времени уделять к Торе, потому что она бесконечна, и в любом случае за одну жизнь не выучишь все. Есть науки, род наук, которые исследуют отдельно Священное Писание, язык Писания, археология, библейская археология имеет место быть, которая находит и показывает действительно то, что казалось неизвестно где находилось и казалось иногда даже вымыслом. Сразу приходит на память пример о Вавилоне. Ведь какое-то время считалось, что это какой-то сказочно-загадочный город, который потом все-таки был обнаружен, раскопан, исследован. И Вавилон, где произошло смешение всего и вся, где происходило не только самые лучшие страницы в истории человечества, потом археологи, уже раскапывая груды городских свалок, нашли все-таки предметы археологические, которые раскрывают перед нами историю этого города и напоминают нам о библейских страницах. Мы можем говорить о многих примерах. Что такое религиозная наука и что такое это наука о религии? Дело в том, что, может быть, я не прав, но в моем понимании, вот в последнее время, когда говорят наука, все пытаются ее отделить каким-то образом от религии. Но это и неправильно, и это невозможно. И из-за этого, когда говорят, что наука о религии, есть такое понимание, что это извне, кто-то, скажем, изучает объективную религию и пытается каким-то образом это преподнести, скажем, к людям, посмотреть, взгляд со стороны, вот так коротко. А когда говоришь религиозная наука, то уже понимается, что это, скажем, именно религиозная наука, которая само изнутри, скажем, религии, и оно просвещает саму религию. Но я вам скажу одну вещь, то есть это должно быть одно и то же. То есть если кто-то так понимает, то это неправильно, потому что нельзя извне судить и, скажем, разбирать религию. Это очень сложно, потому что в основном религия, она несет в себе не только какие-то сухие, скажем, прогностические какие-то данные. Это, во-первых, еще и мир чувств, которые верующий чувствует внутри, и из-за этого о религии наука или наука о религии, это должно быть одно и то же. Это должно быть так, что человек, который изучает религию, понятно, что он каким-то образом ее живет, и он только после этого, скажем, рассказывает о ней. Потому что если это не будет так, то это будет, скажем, не точно. Учитывая наши общие истоки и тот факт, что мы все связаны узами единобожия, есть ли что-то общее в отношении к науке во всех авраамических религиях? Да, конечно же. Дело в том, что во всех авраамических религиях есть пророки. Пророки, они являются, скажем, теми людьми, которые приносят самые высшие знания о какой-то сфере, какой-то науке. Начнем с самого начала. Дело в том, что во всех религиях мы знаем, что мы все сотворены Господом, и первый человек во всех религиях — это кто? Адам, алейхиссалям. История сотворения Адама мы все знаем. Мы знаем историю о том, что, скажем, которая описывается в Коране, что Аллах приказал ангелам поклониться Адаму. И тогда они сказали, почему мы должны это сделать. И чтобы показать величие человека даже над ангелами, Аллах спросил у ангелов, говорит, как называются некоторые вещи. То есть они сказали, мы не знаем ничего, кроме того, что ты нам научил. И тогда Аллах спросил у Адама, как это все называется. И человек это все назвал. То есть знание возвеличивает человека так, что он становится даже выше ангелов. Это одна из самых высших.
точек, которые человек может достичь. Это, во-первых. За счет чего? За счет именно науки, знания. Во-вторых, каждый пророк, который приходил, он приходил, я же говорю, то есть, когда мы берем, так скажем, да, примеры, например, Дауд или Давид, то есть, в свое время он был самым лучшим, кто лучше всех обрабатывал железо, да. Там, скажем, пришел Сулейман, то есть ему были даны такие, так скажем, да, знания, именно и язык птиц, там, скажем, да, животных. Это тоже была такая наука, которую сейчас человек даже не постиг. То есть, когда мы вспоминаем историю о том, что как была принесен трон, да, Белькис Сулейману, это сделал человек за то время, пока он встанет и сядет. То есть до такой степени была развита наука в те времена. Когда мы берем пример Моисея, то тогда было развито колдовство, и Моисей показывал такие чудеса, которые никакое колдовство не могло как бы объяснить. Когда был Иисус, тогда была развита медицина, но он ее развил еще выше, он показывал такие вещи в медицине, которые до тех пор, да, там никогда этого не было. И когда был пророк Мухаммед, саллаллаху алейхи вассалям, он уже с Кураном, когда было, скажем, да, так все писали, там, скажем, стихи, и была очень развита сильная литература, он именно Кураном показал, насколько выше, да, скажем, да, самый высший уровень, скажем, как произведений, да, в этом плане, если можно так сравнить. То есть каждый пророк проходил чем-то с новым, и он в каком-то области, даже, можно сказать, во всех областях продвигал народ. И, как я сказал, пророк нас, саллаллаху алейхи вассалям, говорил, что пророки не оставляют никакого наследства. Их наследство — это знание. Это знание. Мы не должны про это забывать, то есть это в любой авраамической религии проходит, как я уже скажем, да, перечислил, это связано со всеми пророками, и из-за этого, то есть наука и другие авраамические, там, скажем, религии, они в первую очередь связаны, они все призывают к науке. Без науки нам никуда. Как раз то, что мы говорили, что все авраамические религии верят в то, что Всевышний сотворил мир, и Всевышний, Он над всеми. И когда мы это понимаем, тогда и наука меняется, и все меняется, потому что мы понимаем, что в конце концов есть один хозяин, который все решает, который все это сотворил, и наша задача жить так, как Он нас научил, так, как Он нам показал, и все остальное уже тает перед этим. Мир — это творение Бога. Если мы будем служить Богу, тогда мир будет к нам относиться правильно. Если Всевышний, например, говорит, что нельзя убивать, тогда не может быть, что человек, который убивает, ему будет хорошо. Мы верим, что, может быть, здесь ему будет хорошо в этом мире, но в будущем ему будет плохо. Потому что вера в одного Бога — это дает человеку понимание, что есть смысл в жизни, есть смысл, почему я здесь, почему я сейчас здесь, а не завтра, не послезавтра, и почему меня не было вчера, а я родился сегодня. Во всем есть смысл, есть хозяин, который все решает. И это есть во всех религиях, которые верят в Бога. Вопрос только, как к Нему подходят, вопрос только, как в конце концов к Нему доходят. Но вера в одного Бога дает человеку понимание, что нет случайностей. Все было решено до этого, мы только частица пазля, вот этого огромного пазля. Есть один объект для исследования – это сотворенный Богом мир. Только наука исследует его при помощи своих инструментов научных, инструментов научного познания, а богословие исследует его при помощи своего инструментария. Научные достижения помогают нам жить, делают наше существование проще, создавая комфортные условия. Технологии совершенствуют методы и способы передачи знаний, в том числе и религиозные. Многие говорят и о вреде технологического процесса. Да, это мнение имеет место быть. Однако мы уверены, если всякий прогресс будет происходить в крепкой связи с верой во Всевышнего, то негативных моментов будет намного меньше.